Тхуарчалский район – один из самых молодых районов Абхазии. Он окружен горными массивами и хребтами и не имеет выхода к морю. С недавнего времени Тхуарчалский район внесен в список туристических маршрутов в Абхазии и с каждым годом набирает все большую популярность. Многие жители связывают будущее города именно с туризмом. Помимо чарующей природы, у Тхуарчала есть еще одно преимущество – рекреационные ресурсы и радоновые источники. Я хочу в первую очередь сказать спасибо тем ребятам, которые этим занимаются. Это в первую очередь. Второе, таких объектов у нас никогда и не было здесь в городе. У нас был один объект, это назывался Нижний источник. Сегодня фактически ее восстановлен. Там принимают людей, отдыхающих там есть. И второй источник, это верхний источник, там ведутся ремонты, в принципе. Но я думаю, в течение следующего года они ее завершат. Посещение туристов в Тхуарчале, им интересно, приезжают более 50 тысяч человек. В этом году приехали. Планируем дорогу на Безымянное озеро по поручению президента. Надеемся, в течение каких-то определенных времени мы будем иметь понятие, что можно сделать именно по развитию туризма, именно создание заповедной зоны в Тхуарчальском районе. Вот когда приезжают туристы, какие места они посещают? Да, особенно дворец культуры, где мы стоим здесь, они сюда приходят. То есть водопады, значит, Бетийский храм. То есть и там тоже сложности, дороги нет, там обещал президент, дал поручение. На следующем году около 3 километров там будет удобно будет добираться, будет лежать асфальт. В районе 11 сел и 1 поселок. На сегодняшний день здесь проживают 16 тысяч человек, из которых более 4 тысяч пенсионеры. Количество получающих российскую пенсию около 1900 человек. В районе тяжело с трудоустройством, так как ощущается нехватка рабочих мест. Средняя заработная плата по району составляет 15 250 рублей. Примерно у нас работающих в бюджетной сфере получается 850 человек. Вот. А фактически в летнее время, в летний период, когда у нас начинается туризм, связанный с туризмом, примерно более 100 человек, которые принимают участие в обслуживании, которые, в принципе, я бы сказал, которые получают зарплату и есть занятость. В городе проживают 4500 человек, население и в районе, и если считать в районе и в городе, примерно 9000 с чем-то безработных людей, которые могли бы, трудоспособные люди, которые могли бы работать, если были бы производства, если можно было бы создать предприятие. Кадровый дефицит у нас это остро ощущается, потому что не хватает у нас в области здравоохранения, образования. Остро ощущается это и юристы, и бухгалтера. Очень сложно сегодня с этим, особенно учителя в районных школах, то есть нехватка учителей, именно химия, физика, учитель абхазского языка. То есть такие проблемы у нас существуют. Даже в городе у нас проблемы эти ощущаются. В 2020 году доходная часть бюджета района составляла более 188 миллионов рублей. К 2021 году она увеличилась на 30 миллионов. Собственно, доходы ежегодно увеличиваются. У нас нет таких производств, чтобы фактически, чтобы бюджетообразующих производств у нас нет. Фактически увеличение идет за счет зарплаты, увеличение заработной платы в этом плане. Только так пока у нас фактически с бюджетом так. 8% бюджетных проходится на выплаты заработной платы. То есть это в 2022 году была оказана материальная помощь в размере 800 тысяч рублей. И в 2021, и в 2022 году, и в 2020 году примерно выходит около 3 миллионов рублей. Из тех сумм, которые мы сегодня располагаем, то, что у нас есть сегодня в бюджете, то есть мы около 3 миллионов рублей выплачиваем, которые к нам обращаются за материальной помощью. В принципе, это не означает, что те люди, которые сегодня обращаются напрямую к президенту, мы их учет не ведем, а именно к нам, которые обращаются, мы примерно около 2,5-3 миллионов рублей мы выплатили им материальную помощь.
Поступление налоговых платежей за 2020 год при плане 21 миллион рублей составило 23 миллиона. Динамика роста 112%. В 2021 году динамика роста достигла 270%, что связано с увеличением заработной платы в бюджетных организациях и погашением текущих задолженностей. За 9 месяцев 2022 года план по собираемости налоговых платежей перевыполнен на 20 миллионов рублей. У нас были задолженности, и они нам заплатили, из-за этого у нас увеличилось в этом году на 207%. То есть 19 миллионов была задолженность, и нам ее заплатили. Задолженность за электроэнергию в районе составляет более 23 миллионов рублей. Но несмотря на это, в плане подготовки к зимнему сезону Тхуарчалским РЭС ведутся работы по замене деревянных столбов на железобетонные, замена линий электропередачи на новые. По словам Исидора Доча, собираемость за потребленную электроэнергию не более 49%. Для решения этой проблемы необходим более жесткий контроль, а именно установка приборов учета. Это остро стоит, конечно, по всей Абхазии, в Тхуарчеле нужно ставить прибор учета. После этого, видимо, и оплата будет, и как-то более, и самой электроэнергии качественно. То есть не совсем иногда нужным считают платить за электроэнергию. Ну, надеюсь, с этого мы уйдем, когда будет прибор учета. Мы, в принципе, в этом году на 42 миллиона закладываем бюджет по приобретению прибора учета. Сельскохозяйственная отрасль в районе в основном представлена небольшими частными подворьями, где крестьяне на своих приусадебных участках выращивают многолетние культуры. В основном орех, фундук, цитрусовые и плодовые, из однолетних кукурузу. Овощи также занимаются животноводством. Развитие сельского хозяйства у нас, в принципе, не совсем так развито. Вот. Я недавно проводил встречи, ездил по селам. Много проблем, конечно. В этом году не урожайный год, особенно связано с кукурузой. То есть у нас 19 тысяч гектаров, да, в принципе. Из них не обрабатывается примерно около 9 тысяч га. Более обрабатывается хоры, там совхоз Айра. В принципе, мы недавно выделили землю, 300 гектаров земли фирмы София. У нас еще в Кахорах было выделено 8,5 гектаров. Это новая культура, выращивается голубика. Еще было выделено дополнительно 200 гектаров земли, посадка, значит, цитрусовых. То есть с этим делом примерно за 2 года администрация города выделила более 500 гектаров земли. Поддержку развития сельского хозяйства в прошлом году было выделено 16 миллионов рублей. В этом году это 5 проектов. В этом году тоже 6 миллионов рублей. Это 3 проекта, поддержку 3 проектов. В настоящее время активно ведется работа военных комиссариатов по привлечению к учениям резервистов, а также по вопросам гражданской обороны. Фактически я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто принимал участие. Более 400 человек принимали в этом участие, в этой мобилизации. Это построение, это штабные учения, как я говорил, и принимали участие ветераны войны. У нас полная взаимосвязь с комиссариатом. С 2020 года в Тхуарчалском районе по поручению президента Аслана Бжаня сделано немало, чтобы решить самые острые вопросы и повысить уровень жизни людей. Все, что мы здесь делаем в городе, это под четким руководством, по поручению президента. Мы завершили реконструкцию центральной больницы. Там было вложено 250 миллионов рублей по инвестпрограмме. Дополнительно кабинет министра выделил нам 37 миллионов рублей. Там было много недоучетов. Из этих 37 миллионов рублей было запущен пункт скорой помощи, столовая, значит, прачечная, морг. То есть эти деньги были освоены дополнительно к тому, что было отпущено по инвестпрограмме. 250 миллионов рублей, 255 миллионов дополнительно было сделано. Плюс к тому, что президент около 19,5 миллионов рублей по стихийным бедствиям по округу было дано поручение построить
дорогу и мост Беде Творчал, Беде-Ду. Также по поручению президента Аслана Бжаня в настоящее время ведутся работы по первому этапу реконструкции Творчалского районного рынка сметной стоимостью 20 миллионов 800 тысяч рублей. Надеемся, что в следующем году, где-то примерно март-апрель месяц, завершатся эта работа. Мы сносим все вот это, то, что строение стоит, все это сносим и ставим 20 продуктовых, 20 пищевых. То есть здесь будет примерно 150 рабочих мест внутри рынка. Она будет крытая. Вот. И будет удобно. Надеюсь, все условия будут здесь созданы для этого. Огромное спасибо директору Рыцарского заповедника и директору Новофонской пещеры. Это они нам в прошлом году, конец года, сделали нам подарок, выделили 20 миллионов рублей. С этих денег вот мы ее начали. То есть фактически огромное спасибо премьер-министру, президенту и этим ребятам, которые к нам проявили такое уважительное отношение. То есть примерно рынок, когда мы ее закончим, стоимость рынка будет около 45 миллионов рублей. То есть это объект, который будет радовать всех нас. По поручению президента страны ведутся работы и по благоустройству города. К примеру, реконструкция Центрального парка. Также готов проект по благоустройству детского парка по проспекту Свободы, который будет реализован в 2023 году. Работа ведется здесь уже 2 месяца. Здесь будет парк, детская площадка. Вот. Было выделено около 10 миллионов, это было заложено в бюджет. Мы смогли заложить бюджет в прошлом году. Вот. И до конца года, надеюсь, мы сможем освоить. Недостаточно сегодня денег, этих 10 миллионов. Мы должны еще раз попросить денег на приобретение детских площадок. Надеюсь, это небольшая сумма, примерно около 2 миллионов рублей. Здесь красиво, удобно, здесь будут лавочки, дополнительное освещение. Да, и мы здесь будем проводить еще Новый год в этом парке. Так что будет это такое место, где больше будет собираться людей именно здесь. Когда планируется завершение работ? Я думаю, в течение месяца мы закончим. По согласованию с президентом планируется восстановить канатную дорогу, которая была повреждена во время войны. Те отдыхающие, которые к нам приезжают, всем интересно, спрашивают. Я пригласил специалистов, после того, что выйду с отпуска, они приедут, будем делать расчеты, смотреть. Они нам составят документацию, что нужно сделать, что можно сделать, что нужно поменять. Вот. Так что это примерно, я думаю, примерно уже по расчетам около 20 миллионов рублей надо будет обходиться. Здесь дальше, если вы повернетесь, дальше строилась фонтаны, каскадные фонтаны называлась. Примерно не успели ее достроить еще до войны. То есть мы сделали сметную документацию, примерно обходится 30 миллионов рублей. Надеюсь, в следующем году у нас будет красивый парк, продолжение этого парка, там кафешка, фонтаны. То есть здесь будет место для отдыха, для горожан и для тех, кто приезжает. Будет интересно, удобно. В перспективе открытия завода по изготовлению табачных изделий сумма вложения около 1 миллиарда 800 тысяч рублей. Разработка угольного месторождения фирмой Творчал уголь, что безусловно положительно скажется на наличии рабочих мест и доходной части бюджета. В ближайшее время приступит к работе по разработке каменного угля. Это шахта, это приведет увеличение зарплаты, бюджет, как вот я говорил до этого. Это рабочие места, примерно 2000 человек. Такой перелом на следующий год у нас, уже можем сказать с уверенностью, у нас будет 2 производства, которые фактически будут считаться бюджетообразующие. Основным фактором развития и подъема экономики Творчалского района, безусловно, должны стать инвестиции, которые будут способствовать открытию новых производств и направлений в экономике. Так, по инвестпрограмме в районе реализовано немало мероприятий, и дальше планируется продолжать работу в этом направлении. Как отметил Исидор Дочев, все, что делается в районе, происходит под личным контролем президента Аслана Бжаня. Лаура Капш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.